Жемчужина Севера. Сегодня наше квест-путешествие привело в Ухту, родину первой российской нефти. Посмотрим, какие приключения ждут меня здесь. Все, кто впервые слышит об этом городе, все непременно шутят. Ух ты, Ухта! Я всю жизнь знаю это название, но и меня Ухта удивила. Здесь не просто знакомы с квестами. С первых секунд поиска я набрела на группу, которая готова придумать и осуществить квест специально для телеканала «Юрган». Мне не терпится. И, конечно, мои верные спутники – смартфон Теле2 Maxi Plus и высокоскоростной интернет 4G от оператора связи Теле2. Побежали искать ключи от города? Здравствуйте. Здравствуйте. Пойдемте за мной. Вам надо открыть эту шкатулку. Хорошо. Наверняка вам эта штука знакома. Сейчас мне пригодится и телефон, и интернет тоже. По QR-коду определяется ссылка, а по ней скачиваем специально для нас созданное приложение. В нем целая история с каскадом логических задач. Я хочу поделиться с вами необычной историей, которая здесь произошла. Наш город вырастил много выдающихся людей. Один из них – всеми забытый ученый, который изобрел уникальное топливо. Экологически чистое, очень дешевое, расходуется в очень малом количестве, но на его разработку не обратили внимания. Он спрятал образец топлива для будущих потомков и зашифровал место его нахождения. Нам с вами предстоит совершить прорыв в науке и найти этот чудо-продукт. Начинаем. Памятник святым Петру и Февронии открыли в конце июля. Авторы работы – Борис Сергеев и Ольга Панкратова из Санкт-Петербурга. Участники скульптурного симпозиума «Север в 3 измерениях». Итак, следуем к храму на проспекте Зюринова. Мы приехали на место, пойду искать загадку и разгадывать ее. Соединяю букву и цифру. Из первого столбца ищу цифру из второго и получаю зашифрованную букву. Их 6. Соединяю. Получилась любовь. Вводим. Следующий наш пункт – вечный огонь. Ну а пока фото на память. Кстати, смартфон Теле2 Maxi Plus со мной уже 3-ю игру. Фото и видео, которые я выкладываю в сеть, очень много, но памяти хватает, и телефон работает также оперативно. Ну вот вы отгадали, куда приехать. Вот у вас бинокль. Это подсказка? Это подсказка. Ага, то есть, что вот я... у вас сзади задание. Подойдите к нему и посмотрите. Вместе с биноклем? Вместе с биноклем. Так. И вы увидите на другом берегу все остальное. Ого. Найдите удобную точку. Я думаю, вы уже все увидели. Так. Шифровка несложная, но глаз нужен острый. Тяп. 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 Сейчас в память. Так, вводим туда программу. Память. Дальше. Секунды на разгадку. Множество открытых приложений. Быстро переходим в поиск и благодаря высокоскоростному интернету 4G от оператора связи Теле2 моментально находим ответ. 30 марта 2012 года на родине Сергея Капустина в городе Ухте открыт Ледовый дворец спорта имени Сергея Капустина, рассчитанный на 2500 зрителей. Поехали туда. Сейчас будем приобщаться к спорту. Нужно мне что-то найти будет такое, что, по идее, не должно, наверное, там стоять или лежать. Что сейчас будем искать? Я уже вижу. Вы видите эту странную клюшку, которая зачем-то стоит на улице? На той самой клюшке был спрятан цифровой код.
3, 1, 9, 5. Вводим. Тут написано: я советую вам изучить приказ Ухтидской экспедиции. Советую внимательнее все изучить. Раз уж советуют, надо же слушаться. Будем изучать. За месяц моих квест-путешествий и обычной жизни я успела потратить 10-ю часть интернета из пакета «Мой онлайн плюс» от Теле2. 10 гигабайт хватит на любые онлайн-эксперименты. Памятник первопроходцам Севера. Здесь должна быть какая-то информация. Написано: советую внимательнее все изучить. Мне нужно какие-то цифры найти. Все оказалось значительно проще. Цифры – это номер строки и очередность буквы. Складываем слово. В итоге мы получили «Родина». Так что возвращаемся обратно и вводим «Родина». Дальше. О. Романтики, смотрящие в небо. Ну что, ищем загадки. Вы не это ищете? О! Ура! Поздравляем! За столь короткое время мы успели пробежаться по небольшой части Ухты. Есть еще где побывать и на что посмотреть. Квест – штука коварная. С азартом берешься за выполнение заданий, а потом жалеешь, что он так быстро завершился. Квесты можно придумывать самим или просить друзей. Разгадывать в одиночку или присоединяться к компаниям. В специальных квест-комнатах или на улице, пешком, на автомобиле или велосипеде. Главное – желание напрячь мозги и узнать что-то новое. Ну и, конечно, оператор качественной мобильной связи и высокоскоростной интернет. Ищите ключи. Вы даже не представляете, сколько интересного таит в себе наша республика.